Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на ноябрь 2020 года для овнов. Сегодня будем делать прогноз на месяц только на МАК-картах. Попробуем, как это понравится, да, посмотрим, как это все проиграется. Все-таки на длительный срок МАК-карты очень хорошо могут показывать. Итак, что будет за месяц у овнов? Ну, основные вопросы будут как раз во взаимоотношениях, да, когда есть одна сторона, которая нас не понимает, когда есть мы, которые смотрим совершенно в другую сторону, да, то есть у нас различаются цели, планы, мировоззрение с теми людьми, с которыми мы общаемся, и очень трудно договориться, как будто между нами стена. А если это касается взаимоотношений, то тут какая рекомендация у карты? Во-первых, посмотрите, разные цвета у карты. Здесь такой зеленовато-голубой, здесь розово-сиреневый. Да? Обычно вот здесь у нас карта, вернее, цвет здоровья зелено-голубой, а розово-сиреневый – это цвет иллюзий. То есть мы мечтаем о чем-то несбыточном, да, и вот как раз может быть такая ситуация, что один человек трезво смотрит на ситуацию, а другой все на что-то надеется, никак не хочет смотреть реально на жизнь. И вот здесь может быть столкновение. Также карта говорит о том, что в работе могут быть тоже подобные ситуации. Допустим, мы не понимаем, допустим, правильно цель, какая перед нами поставлена, да, можем делать ошибки. Или с клиентом, допустим, не можем найти общего языка, точек соприкосновения. Или просто зашли в тупик и никак не получается из него выйти. Хотя будет какое-то очевидное решение, но мы его не замечаем. Что в такой ситуации лучше сделать? Давайте посмотрим. Побыть в одиночестве и подумать, обдумать ситуацию. То есть не пытаться решать ситуацию так, как мы уже пробовали. То есть здесь не получается. Нужно подумать, как другим способом решить эту ситуацию. То есть нужно подняться над этими событиями, да, над этими там, спорами, ссорами, конфликтами и решить, как сделать так, чтобы обойти вот это препятствие, да, чтобы договориться, учесть точку зрения другого человека, в общем, как-то научиться договариваться, как-то решать совместные вопросы. Также здесь может быть ситуация, связанная и с взаимными какими-то претензиями, да, когда мы, это же дверь, а дверь обычно хочется открыть, или мы в нее стучимся, да, это то, куда мы хотим попасть, это наша цель. И вот здесь как раз мы можем обвинять другого человека в том, что он нам мешает идти своей дорогой, добиваться своих целей. Причем как бы тупик один, да, а каждый видит это по-своему, и поэтому очень сложно договориться. Вот как бы такая ситуация будет в ноябре у овнов. Но, в принципе, для овнов это очень характерно, потому что овнам намного проще в одиночку действовать, начинать что-то самим. И очень трудно, когда есть рядом человек, с которым надо постоянно как-то договариваться, координировать свои действия, поведение и так далее. Поэтому вот сложно. Но, видимо, по-другому нельзя. Только вот с кем-то нужно вопрос решать, который вам нужен. Давайте посмотрим все-таки для отношений отдельно. Да, это у нас как основные, как бы основные события месяца, да, самое важное, самое главное. Что будет как бы основным тупиком и что будет основным решением. Теперь взаимоотношения. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает карта войны. Да? Здесь может, допустим, появиться человек, который ну, как-то, может, неадекватно к вам относится, да, может какую-то агрессию проявлять, и вам придется, может быть, защищать себя, да. Может быть, карта говорит о том, что нельзя терпеть к себе плохое отношение, какие-то колкие слова, критику и вообще любое ограничение вот, свободы ваших действий. Или же, наоборот, вы можете как бы постоянно вступать в конфликты с новыми знакомыми, да. Может быть, у вас просто быть такое настроение, что вы ну, или не хотите вообще общаться, да, не хотите знакомиться, или, может быть, вам во всех как бы знакомых, новых знакомых видится желание вас как-то задеть, ущемить ваши права и так далее. И вот здесь вот может быть реальная какая-то борьба.
То есть либо действительно на вас нападают, вы защищаетесь, или вы сами нападаете на людей, тогда вот нужно посмотреть, действительно это нужно, или может быть здесь какая-то ошибка. Но вообще карта неблагоприятная для знакомств, потому что, ну, все-таки какие-то конфликты, да, если, допустим, не сейчас, то они в потом могут проявиться. Для тех, кто уже в паре, очень тяжелый месяц, потому что, скорее всего, будете выяснять, кто прав, кто виноват, и плюс еще могут вмешиваться в ваши отношения другие люди, которые думают, что имеют на это право. А может быть, у кого-то действительно даже период развода и каких-то судебных дел. Так, как же тут у нас решать все? Ну, смотрите, карты рекомендуют все-таки заботиться в этот период о себе и понимать, что у каждого человека как бы свой личный мир, и он должен его как-то сохранять, отстаивать. Здесь важно сохранить свое здоровье, важно сохранить позитивный настрой, несмотря ни на что. И еще здесь вот как бы такой намек, как ракушка, да, это отдельный мир, и как бы все чужеродное, оно там лишнее, да, то есть любое вмешательство других людей в ваши дела, в вашу пару, это должно быть, ну, как бы пресечено сразу. Тем более, посмотрите, тут 3 человека, то есть за месяц как бы 3 кандидата таких, которые вот могут активно вмешиваться в вашу жизнь, да, это могут быть какие-то, это могут быть родители, это могут быть друзья, ну и вообще все, кто угодно, да, может быть, они сразу вместе мешают вам, или вот в течение месяца, да, по очереди это происходит, ну, как-то вот, может быть, не очень хорошо. Но если, допустим, для судебных каких-то дел, то это, в принципе, как бы хорошее дополнение, карта вот с ракушками, да, это как раз каждый свое получит, да, и как бы на этом все закончится. Для тех, кто в ссоре. Но карта говорит о том, что сейчас невозможно найти взаимопонимание. Скорее всего, вы даже сами себя сейчас не понимаете. И, может быть, знаете, вам кажется, что этот человек вам очень нужен, а он на самом деле вообще вам не подходит. То есть, во-первых, вы себя не видите в истинном цвете, не понимаете своих желаний. А во-вторых, вот этот мужчина, который или женщина, который с вами в отношениях, да, и в ссоре, он тоже совершенно не такой, каким вы его представляете. Так, давайте теперь посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы. Ну, здесь бабочка запуталась в сетях, и тут лед, да, то есть какая-то ситуация несвоевременная для того, чтобы найти работу такую, которую бы вам хотелось. Бабочка – это как символ вот творчества, это символ того, что нам легко дается, что мы любим, да, возможно, если будет работа, то какая-то сложная, трудная, когда, может быть, нам трудно будет себя проявить, в коллективе как-то ужиться. И здесь, вот видите, бабочка одна и много-много негатива. Да, то есть много льда, холода, то есть ограничения разные, да, то есть если даже будет работа, то вот она будет такая с ограничениями, которые трудно преодолеть, которые можно только вот пережить, прожить какое-то время, да, для того, чтобы потом из этой ситуации выйти. То есть тяжелая работа может быть. Или может быть вообще период без работы. Ну, вообще вот эта карта говорит, чтобы вы соглашались на любую подходящую работу, да, даже если там сложно. Просто время пройдет, вы найдете лучшее. Для тех, у кого уже есть работа, скорее всего, вам будет предложена либо какая-то новая форма деятельности, формат, да, или может быть новое какое-то направление, новая должность. Может, вы захотите работу сменить, и вам прям очень здесь страшно. Но карта говорит о том, что больше уже в этом состоянии оставаться нельзя. То есть нужно выходить на какие-то новые рубежи, да, новые какие-то границы для себя определять. Новый мир, новые знакомства, новая какая-то деятельность, знания новые. В общем, все, что будет нового вам предлагаться, это нужно брать, несмотря на то, что вам страшно. Потому что уже пришло время, ситуация больше не может оставаться прежней. И для тех, у кого свое дело. Вот здесь вы можете действительно развернуться, проявить себя очень даже хорошо. Здесь человек, который
воплощает свои мечты, да, причем в реальность. Были какие-то финансовые планы, будет реализовано, причем все полностью, без остатка, и будет вас очень радовать. Если же были какие-то планы в развитии бизнеса, начать новое направление какое-то или еще что-то, да, это все будет реализовываться к вашему удовольствию. И, скорее всего, настолько легко и приятно, что вы будете сами удивлены. То есть нужно воспользоваться этим месяцем для того, чтобы реализовать все свои планы. Финансы для тех, кто на зарплате. Здесь будет очень много трат на какие-то там домашние необходимые вещи, там на медикаменты, может быть, даже будут траты, да, на какие-то непредвиденные ситуации, на которые вы не рассчитывали. То есть желательно, чтобы был какой-то запас денежный или, по крайней мере, не сильно тратить то, что есть, да, чтобы была такая вот сумма для того, чтобы ее можно было вот в нужный момент потратить. То есть обязательно должны быть отложенные какие-то денежки для того, чтобы вот помочь себе, помочь своим близким в нужный момент. Для тех, кто своим делом зарабатывает, ну, здесь вот как раз в финансах может быть сложно. Нужно оберегать свои финансы, не нужно там поддаваться на какие-то провокации, да. Вот могут, знаете, кто-то может очень захотеть ваших денег, да. Вот защитите хорошенько свои счета, там карты, лишнего не говорите, да. В общем, здесь могут быть какие-то проблемы с финансами, и здесь именно вопрос безопасности стоит. Здоровье. Здоровье, вот, скорее всего, оно требует внимания. У вас, видите, здесь карта маски, да, то есть, ну, может как в прямом смысле отыграться, что нужно носить маску для того, чтобы не заразиться, да, и почаще менять, там, стирать, гладить, или новые, чтобы были одноразовые, да, то есть постоянно, видите, много масок. И еще, если в переносном смысле посмотреть на эту ситуацию, вы можете быть слишком эмоциональными, и из-за этого как бы увеличивается угроза болезней. То есть страх может сыграть такую роль, поэтому вот важно оставаться спокойными, уверенными в себе, поддерживать свое здоровье, да, защищать себя, и все будет в порядке. Так, и итог месяца. Отличная карта, семейная, здесь бабушки, дедушки, внуки, да, и такой сад с плодами. То есть месяц, в принципе, для семьи очень хороший. Будет прибыль, будет возможность улучшить отношения, если дело касается здоровья детей, родителей, тоже здесь все будет обязательно хорошо в конце месяца. Карта такого изобилия, решения своевременного решения всех вопросов, и здоровья, всего хорошего. Друзья, желаю всем замечательного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось, и всего вам доброго, до новых встреч.